Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Это программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Остаться в живых. Пилота вертолета, потерпевшего крушение, искали несколько дней и нашли живым и здоровым в Момских горах. Через что пришлось пройти выжившему. На страже здоровья с октября этого года введены новые правила работы скорой помощи. О каких изменениях идет речь? Серебряный бор потерял покой. В поселке Нерюнгринского района в ряде пожаров подозревают поджигателей. Что известно местным жителям и властям? «Служу России» в стране стартовала осенне-зимняя призывная кампания. Репортаж из Алдана. 149 миллионов на ремонт садов и школ в Ленском районе. За лето обновили образовательные учреждения. Что успели сделать и что предстоит? 280 детей из 12 районов за звание лучших. В Якутске стартовал республиканский чемпионат по русским шашкам на призы Николая Саввинова. Хорошая новость о пилоте вертолета Александре Новосельцеве, потерпевшего крушение в Момском районе, сегодня началась днем с информацией о том, что он жив. Об этом стало известно днем. К месту падения вертолета еще утром отправился борт полярных авиалиний, и пилот воздушного судна Семен Семенов сообщил, что они увидели Александра Новосельцева. Командир спасательного судна сообщил, что потерпевший встал в полный рост, и его сразу заметили. После спасения мужчину доставили в Момскую центральную районную больницу. Наша больница, конечно, готова была оказать экстренную помощь пилоту, но, к нашему счастью, он прилетел в нормальном, стабильном состоянии. И наши доктора же сразу же в аэропорту начали осмотр пилота. Измерили давление, там сердце, все в норме было. И ни малейшего отморожения тоже не было у пилота. Пилот оказался очень опытным вертолетчиком. На протяжении 3 суток он сидел в упавшем вертолете и эвакуировался. Из снега и из материала вертолета сделал подобие палатки. И там же постоянно, говорит, он делал зарядки. Да? Засыпая, говорит, каждый через 15 минут, а потом начиная разминать, говорит, пальцы руки, ноги. Там, и, в общем, молодец он оказался, конечно. Но мы очень счастливы, все доктора, медики, да, что он оказался крепким мужчиной, то, что у него ничего такого нету. Он в нормальном, хорошем состоянии. Напомним, что вертолет «Робинсон» совершил аварийную посадку в Момском районе 29 сентября. Пилот вертолета Александр Новосельцев родом из Среднеколымского района. Он предприниматель, и 3 дня назад он вылетел из Среднеколымска в поселок Уснера. По дороге вертолет попал в метель и потерпел крушение в Момских горах. Все эти дни спасатели не могли добраться до пилота из-за плохой погоды. Вчера на поиски отправилась группа добровольцев из села Сасыр Момского улуса. Место крушения находилось в 28 километрах от села Сасыр, а расстояние до районного центра было около 400 километров. Начали поисковые работы, все группы. Метеоусловия позволяло, поэтому все группы начали поиски. И вот к обеду пришла радостная весть, что пилот жив и здоров, что вертолет и добровольцы добрались до него. Как бы вместе дошли. Но спасатели впервые, по-моему, ну, как бы сказать, уже на видимости были и добровольцы, и спасатели тогда подъехали. Вчера вечером сегодня, буквально вот часа 2 назад, Александра Новосельцева доставили в Якутск. Он сейчас находится в больнице. Ел снег и молился. Вы проголодались очень? Ну, нормально все. О чем вы думали эти 3 дня? Только о близких. Погодные условия попал такие, что трудно было.
Я безумно рад, безумно ребятам, которые меня спасли, родным, близким, которые все меня это время поддерживали. Спасибо Ну и вам большое. тоже. Поздравляем. Всё. По словам медиков, пилот чувствует себя удовлетворительно, никаких обморожений и серьезных травм у него не обнаружено. Состояние стабильное, ничего его жизни не угрожает, да? Поэтому он будет сейчас находиться на обследовании на уровне приемного отделения. Те его сейчас доктора его посмотрели, осмотр сделали. В принципе, у него состояние сейчас пока стабильно. После обследования уже будет ясен диагноз. Ну, чтобы не замерзнуть, просто минимально спал, зарядку, растирание, такое необходимое, чтобы не отморозить конечности. Служба спасения Росавиации меня нашли, и буквально через часик, наверное, подошли ребята сссрские. То есть они пешком вот пробирались, и большое им, конечно, спасибо. Скажите, покидала ли вас надежда? Нет, конечно, то есть я до последнего знал, что все будет хорошо. Какая была ваша реакция на звук вертолета спасательного? Ну, конечно, безумная радость. Я же видела в погоду, то есть была достаточно все эти дни сильная метель. То есть в месте падения там вот реально задувало так, что не то что вертолет, там с ног сдувало. Поэтому я вот надеялся, что погода улучшится и вертолет прилетит. Я, честно говоря, не ожидал такого отношения и людей, и то, что будут переживать, как бы, конечно, польщен, но героями себя, конечно, не ощущаю. Я думаю, что любой из моих земляков, из моих знакомых, друзей точно так же продержались бы все это время. Я крещеный, конечно, я молился и просил, чтобы погода, и Бога просил, и духов земли. Что, ну, я не считаю, на самом деле, что что-то здесь особенного. Поэтому в жизни я не в первый раз, на самом деле, попадаю в такую ситуацию. Скажите, какая была первая ситуация? На зимнике я же немножко и водитель, то есть и был момент, когда также около 5 суток мы простояли под Сосыром, попали в метель и заглох двигатель. Ну, ребята-дальнобойщики также спасли. Сообщается, что поиски завершились успехом благодаря слаженным действиям службы спасения, сотрудников полярных авиалиний, ЕДДС, местных властей и медицинского персонала. Сложные метеоусловия были. А как вы нашли его? Были координаты нам даны. Спасибо экипажу вертолета. Очень профессионально сработали. Выходили на точки по GPS-навигатору. И таким образом визуально нашли место падения. В каком состоянии он был? Ну, чуть похуже, чем сейчас. Сейчас немножко оклемался уже. Уставший, голодный, конечно. Чай хотел очень сильно. Он находился на высоте 1500 метров, и вертолету пришлось приземлиться в подножьях склона, и спасательная бригада региональной поисково-спасательной базы, они поднялись вверх пешком и сняли нашего пострадавшего. Все прошло нормально. Только что с ним переговорил, с Александром. Вертолет восстановлению не подлежит. Жесткая посадка была все-таки произведена. Вертолет получил значительные повреждения. Вначале он, как говорит, когда он через трекер писал СМС-сообщение, что он ранен, оказывается, у него просто обильно шла из головы кровь. Он это принял за сильное повреждение. В дальнейшем он уже сориентировался. Как человек северный, он применил все возможные способы для выживания. Сжег мягкие вещи вначале, которые были на вертолете, грелся. К другим новостям по социальным сетям распространялась информация о скончавшемся человеке в Якутии из-за отравления арбузом. Как оказалось, причина смерти мужчины 68 лет в другом. По социальным сетям распространяется информация о человеке, скончавшемся в результате отравления арбузом. Никто от отравления не умирал. Смертью является другая причина, которая будет известна окончательно позднее. Минздрав призывает не верить недостоверным информациям, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Общероссийский народный фронт провел круглый стол по вопросу голодовки сотрудников пожарной части микрорайона Кангаласы в Якутске. Активисты ОНФ озвучили, что конкретного решения в данной ситуации пока нет. Напомним, причина повторной голодовки пожарных связана с расчетом заработной платы за сверхурочную работу, требованием о повышении размера доплат за вредность и увеличением числа дней дополнительного отпуска.
На совещании еще раз пояснили, что все упирается в финансирование. Для исполнения требований пожарных необходимо более 540 миллионов рублей. После круглого стола все собравшиеся отправились на переговоры с бастующими. Мы будем следить за развитием событий. По итогам совещания принято решение о необходимости проведения Государственной инспекции труда совместно с Федерацией профсоюзов Республики Саха-Якутия внеплановой проверки, в том числе по оценке применяемой в учреждении методики оплаты сверхурочных работ, представителям работников и работодателя при участии курирующего ведомства и профсоюзов рекомендовано принять исчерпывающие меры в целях урегулирования сложившихся ситуаций. В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района произошел очередной поджог. В этот раз горел не до конца расселенный дом. Там проживали 4 семьи. Перед пожаром рядом с домом видели подозрительного человека. Репортаж наших корреспондентов из Нерюнгри. Еще не расселенный деревянный дом загорелся вчера вечером после 10 часов. Жертв было бы не избежать, если бы не бдительный сосед. Заметив огонь в соседнем расселенном подъезде, мужчина позвонил в пожарную службу и начал выводить ничего не подозревающих жителей. Постучался сосед вот с этого дома. Стучится к соседям сначала таким бешеным стуком, потом ко мне. Мы в среднем подъезде жили. Соседи, вы горите. Выбежала сначала, в чем была, смотрю... Он горит в последнем подъезде, где никто не жил, были заколоченные двери. Это квартира уже дым. Ну все, не дым, а огонь уже. Оказалось, что супруга спасителя увидела за 10 минут до возгорания странное свечение в одной из квартир, где давно никто не живет. После 9 вечера. Сначала там фонарик был, свет фонаря. Ну, мужу сказал, что опять там ходит кто-то. Вот в этом подъезде, вот третьем. Ну, мы потом чай пошли пить. Через 10 минут обратно вернулись. Муж говорит, что-то там это, типа, ну, через окно видно, что как будто там пламя, ну, типа такое небольшое пламя. Сейчас администрация решает вопрос расселения пострадавших. Маневренный фонд есть, но в деревянных домах. В каменных уже не осталось. У нас только деревяшки свободны. Хорошо, что сейчас действует программа переселения. В течение 2 месяцев мы ее должны завершить, если все будет благоприятно складываться. И количество жилых помещений, которые мы собираемся выкупить, мы найдем. Пожары в поселке случаются чуть ли не каждый день. Руководство поселка уже потеряло покой, а жители деревянных домов перестали спать по ночам, опасаясь, что очередной целью поджигателя станет их дом. Тоже опасаетесь? Ну, конечно. Как пожары начались, чуть ли не каждую неделю пожары. Конечно, переживаешь, не спишь ночами. В Серебряном Бору осталось более 60 деревянных домов, которые подлежат сносу. Но в бюджете денег на это уже не остается. Тем временем и в администрации поселка, и в МЧС уверены, что во всех случаях действовали поджигатели. Расселенные и отключенные от всех коммуникаций дома сами по себе не могут гореть. Правоохранительные органы же воздерживаются от комментариев по неизвестным нам причинам. Мы будем следить за развитием событий. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Закрытие паромной переправы Якутск-Нижний Бестях запланировано на 16-18 октября. Условия для регулирования движения на причалах есть. Это ограждения, знаки, камеры, видео и фотофиксации. Также там находятся сотрудники ГИБДД, которые будут отвечать за порядок на переправах. Ограничения для грузового транспорта в этот период не будет. Об этом сообщил руководитель департамента водного транспорта Семен Коркин. Ожидаемый поток авто в сутки составит примерно 2-3 тысячи машин. Демонтаж понтонного моста через реку Малая Батобья в Мирнинском районе запланирован на 8 октября. Также будет разобран наплывной мост через реку Тюкян. В текущем году управление дороги Вилюй провело конкурс на строительство мостов через эти участки. Подрядчики уже определены. Длина моста через реку Малая Батобья составит 191 погонный метр, через реку Тюкян 267 метров. Мосты планируют ввести в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года. Строительство этих объектов позволит сделать эти участки трассы круглогодичными. Демонтаж наплавных мостов через реку Тюкян и Малая Батобья запланирован на 8 октября 2018 года. Переправа находится на 1151 километре границы Сунтарского и Мининского районов автомобильной дороги А331 Вилюй. В зависимости от погодно-климатических условий дата демонтажа может быть скорректирована.
ФУКУ Пурдор-Вилюй просит заблаговременно планировать организацию автоперевозок. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами. Буквально через 1 минуту мы продолжим программу «Итоги дня». Вот что будет во второй части. На страже здоровья с октября этого года введены новые правила работы скорой помощи. О каких изменениях идет речь? «Служу России» в стране стартовала осенне-зимняя призывная кампания. Репортаж из Алдана. 150 миллионов на ремонт садов и школ. В Ленском районе за лето обновили образовательные учреждения. Что успели сделать и что еще предстоит? 280 детей из 12 районов за звание лучших. В Якутске стартовал республиканский чемпионат по русским шашкам на призы Николая Савинова. Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это продолжение программы «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Глава региона Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов. Председателем Государственного комитета по делам Арктики назначен Прокопий Николаев. Председателем Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики назначен Дмитрий Лепчиков. Конференция по промышленному инжинирингу в Якутске продолжает свою работу. Она стартовала накануне и проходит в формате телемоста и объединяет более 5000 ученых как из России, так и зарубежных стран. Конференция должна помочь повысить качество инженерного образования в информационных технологиях. Сегодня ученые и эксперты работали по 2 направлениям. Это автоматика и энергетика, и материаловедение и строительство. Сегодня вопросы строительства и энергосбережения, в общем-то, очень актуальны. И молодые ученые нашего университета очень активно участвуют в разработках новых технологий, новых материалов и новых направлений, в том числе и в градостроительстве, в градостроительном планировании. И сегодня, конечно, будут научные доклады на эти темы. Специалисты компании «Алроса» провели дополнительный осмотр всех плотин и гидротехнических сооружений, расположенных на территории Мирного, Удачного и Айхала. В этом году планируют пересмотреть проектные решения по расширению руслоотводных каналов в соответствии с уточненными объемами паводковых стоков. Реализацию проекта планируют провести к началу дражного сезона 2019 года. То есть деньги направляются не только на, например, строительство каких-то объектов, да, как мы их называем, то есть там капитальные объекты природоохранного назначения, это там связаны с очистными различными сооружениями, да, с обходными какими-то водоводами или пульповодами, то есть выполнены там определенные конструкции, которые исключают какого-либо разгерметизации. Это точно так же и связано с проектированием, например, да, то есть какие-то там научно-исследовательские работы. Мы расширяем мониторинговую сеть, то есть на 2019 год мы планируем перейти вообще на мониторинг с помощью геоинформационных систем. То есть это такая математическая модель на базе спутниковых снимков. С октября этого года введены новые правила работы скорой помощи. О каких изменениях идет речь и в каком режиме сегодня работает скорая помощь Якутска? Сюжет Кристины Якуповой. У вас перевозка? Ага. Куда перевозка? Детскую? Вызов получен, данные приняты. Бригада спешит на помощь. Мало кто знает, как правильно позвонить в скорую помощь с мобильного телефона. Для всех операторов сотовой связи единый номер службы спасения 112. На сегодня экстренные службы можно вызывать без наличия симки в телефонной трубке, когда баланс на минусе. И возможно вызвать номер 112 без наличия сети. Поэтому при этом, когда вы дозваниваетесь до 112, выбираете службу, которую вы хотите вызвать. Например, если нашу, то номер 3. И система выводит вас на диспетчера скорой помощи. Даже если и удалось дозвониться, не всегда правильно оценивается ситуация. Неправильно трактуются симптомы, и вместо специализированной бригады на место приезжает один фельдшер.
Подъем вызовов идет сейчас очень по городу высокий, поэтому при вызове скорой помощи надо соблюдать, конечно, некоторые правила. И обязательно никакой паники. Мы обязательно должны знать точный адрес, обязательно нужно нам фамилия, имя, отчество, возраст больного обязательно и причину, по которой они вызывают скорую помощь, и, соответственно, хотя бы небольшой анамнез. Мы, конечно, отправляем сразу бригаду, но мы должны знать, на что мы едем. С октября этого года введены новые правила работы скорой помощи. Теперь бригада обязана доставлять пациента в больницу, в которой больному окажут всю необходимую медицинскую помощь, а не в ближайшее медучреждение. В Российской Федерации скорая помощь работает согласно порядка оказания медицинской помощи. В нее внесены изменения в части маршрутизации больных с места происшествий и с места заболевания. Поэтому у нас в Республике Саха-Якутия разработана маршрутизация по всем видам заболеваний и поводов вызова скорой помощи. В Якутске служба медицинской помощи начала функционировать с 1931 года. На сегодняшний день это хорошо отлаженная система оказания медицинской помощи пациентам. Ежесуточно выставляется 24 бригады. Они обслуживают порядка 300 вызовов. Отметим, что с июля прошлого года по номеру 112 можно дозвониться не только до скорой помощи, но и до других экстренных служб. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. В России стартовала осенне-зимняя призывная кампания. Тысячи молодых граждан получили повестки и явились в военкоматы для прохождения медкомиссии. С новобранцами в Алдане пообщалась наш корреспондент Татьяна Вахнина. Психолог, лор-врач, окулист, хирург, нарколог, стоматолог и терапевт начали прием в кабинетах военкомата. Осенью медицинскую комиссию на пригодность к службе в армии в Алданском районе пройдут чуть более 100 человек. Да, у нас 9 человек получили повестки для вызова на призывную комиссию. Вот из них ориентировочно, я думаю, где-то 25 будет отправлено в войска. В рядах призывников, будущих защитников Отечества, спокойствие и позитивный настрой. Тяготы армейских будней ребят не страшат. Да, хочу. Почему бы и нет? Настроение, среднее. Хочу в пограничную. Отец там служил. Отношение к армии хорошее. Настроение у будущих новобранцев боевое, а вот о здоровье молодому поколению задуматься не мешает. Сколиоз, близорукость, гастриты, психические нарушения – это основные недуги школьников и студентов. Главными причинами сотрудники военкомата называют вредные привычки и увлеченность гаджетами. У нас, наоборот, снижение пока идет. Именно показатели годности по сравнению с предыдущими годами. То есть ситуация как бы в процентном отношении не сильно, но в пределах 2-3%, к сожалению, пока снижение годности идет. Но у нас это получается, как правило, костно-мышечная система. То есть сколиозы, там различные вот такие вопросы. И присутствует тоже определенный процент, не сильно большой, это психиатрические заболевания. К сожалению, вот это есть тоже. Но у нас тенденция меньше, чем в других субъектах. Ну и в нашем районе, естественно, тоже. Как отмечают сотрудники военкомата, в последние годы отношение у молодежи к вооруженным силам меняется. В армии служить считается престижным. Впрочем, в формировании такой установки главную роль играет не столько солдатская романтика, сколько рациональный подход. Вот общаясь с молодежью, немножко меняется у них взгляд. Они понимают, что в армии служить надо. Но понимают с практической точки зрения. Потому что им в дальнейшем нужно будет это для последующей карьеры. В первый день призывной кампании процент явки в военкомат оказался высоким. Предполагается, что первые новобранцы отправятся к месту прохождения службы через несколько недель. Татьяна Вахнина, Сергей Жипачев, Алдан. 149 миллионов рублей использовали за лето на ремонтные работы в школах и детских садах Ленского района. В дошкольных учреждениях провели не только текущие, но и капитальные ремонты. Что успели сделать на сегодня и что предстоит впереди, узнала Анна Кожевникова. Встречают по одежке, провожают по уму. Эта пословица применима не только к людям. Внешний облик не каждого дошкольного учреждения соответствует его образовательному уровню. Но каждому родителю хочется водить своего ребенка в красивый детский сад. Именно ремонту образовательных учреждений ежегодно уделяется большое внимание со стороны районной власти. Обновленные, чистые, празднично нарядные детские сады после летних ремонтных работ распахнули свои двери для малышей 1 сентября.
У нас все образовательные учреждения, это 32 учреждения, из них 18 школ, 12 садов и 2 учреждения дополнительного образования, были приняты в срок согласно графику приемки образовательных учреждений до 20 августа. Ежегодно уделяется большое внимание ремонту вообще всех образовательных учреждений. К слову, хочу сказать, что в этом году было муниципалитетом выделено 149 миллионов 245 тысяч на ремонт всех образовательных учреждений района, в том числе и, конечно же, сады тоже не остались без внимания. Не везде в районе закончились ремонты дошкольных учреждений. К примеру, в детских садах «Светлячок» и «Сказка» поселка Пеледуй еще производят замену отопления и канализации. Немного затянулся капитальный ремонт в детском саду Сардаана города Ленска. Но родители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. К тому же дети не остались на улице. Они были временно распределены в соседние детские сады. 17 сентября воспитанники Сардааны вернулись в свои родные, но уже отремонтированные группы и прошлись по новым лестничным маршам. Ну, в этом году у нас был произведен капитальный ремонт системы отопления, то есть это горячее и холодное водоснабжение, а также у нас был текущий ремонт лестничных маршей, то есть это побелка стен, потолков, и выложили нам все плиткой. Ремонтные работы в детских садах проводят ежегодно. Руководство Сардааны ждет на будущий год замены окон и обшивки фасада. А вот детскому саду «Солнышко» повезло в этом году. Договор на обшивку фасада здания уже заключили, но проект будет воплощен в жизнь в 2019 году. И тогда «Солнышко» еще ярче засияет в своем новом современном наряде. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Памятник операм Якутии установили в столице региона. Торжественное открытие состоялось в сквере возле главного здания МВД. Памятник посвящен столетию ведущей службы Министерства внутренних дел. Он полностью сделан из металла, что олицетворяет железный характер сотрудников этой службы. Идея установки памятника принадлежит руководителю Союза ветеранов уголовного розыска Анатолию Сивцеву. Замысел воздвижения памятника в честь уголовного розыска у нас витал с 2016 года. И в законченном варианте у нас получилось памятник операм Якутии. Памятник мы открыли в преддверии столетия службы уголовного розыска, который будет праздноваться 5 октября. В Якутске стартовал республиканский чемпионат по русским шашкам. Соревнования проходят среди школьников на призы многократного чемпиона республики Николая Савинова, рассказывает Александр Зубехин. В соревнованиях принимают участие 286 детей из 12 районов Якутии в 4 возрастных категориях. Это как совсем юные спортсмены младше 8 лет, так и более взрослые ребята, возраст которых превышает 15 лет. Из нашей школы чемпионами и призерами этих соревнований становились очень многие. Например, сейчас международный гроссмейстер, 4-кратный чемпион мира Николай Стручков. Да. Дети, которые здесь играли, они становились чемпионами, призерами. Они же дальше продолжали играть. На разных международных турнирах играли. Шашки в Якутии как спорт развит. Во многих школах республики есть кружки по шашкам. Прежде чем попасть на эти соревнования, ребята прошли отбор на состязаниях по шашкам в своих районах. Случайных людей на турнире нет. Конкуренция в этом виде спорта огромна. Однако ребята знают, зачем им это нужно. Если я в будущем буду играть, то, надеюсь, у меня все получится, так как там делится на возрастные категории до 16, до 19 и старше. Ну, со взрослыми просто есть призовой фонд, а он, так сказать, большой, поэтому есть интерес. Смотря какие соревнования. В Китае там 300 тысяч рублей. Для многих игра в шашки – это возможность посмотреть мир. Мне очень нравится заниматься шашками тем, что оно развивает логическое мышление. И когда ездишь по соревнованиям, покоряешь много стран. И это путешествие и развиваю саму себя. В каждой возрастной группе до 4 октября планируется выявить по 3 победителя, которых наградят дипломами и медалями. Помимо этого, 10 участников в каждой группе получат по 10 специальных призов. Я сам финансирую частично. В этом году собрали с ребятишек призы, деньги по 200 рублей. 200 рублей взносы сделали. Прошлые годы никаких
сборов, взносов не было. В этом году, частично Федерация шашек помогла немножко. На этих соревнованиях оттачивало и оттачивает мастерство все молодое поколение наших ведущих шашистов международного уровня, которые своими победами прославили наш замечательный край. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите наш телеканал Якутия 24 и оставайтесь с нами. Продолжайте быть всегда в курсе.